Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Немалые работы проведены на подстанции Ткварчал-ГРЭС. Также в городе были заменены линии электропередачи и опоры. Новый магазин канцтоваров «Каприз» в Ачамчире предлагает широкий ассортимент школьных принадлежностей. Президент Аслан Бжаня провел встречу с политсоветом политической партии Амцахара. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам внутриполитической ситуации в Абхазии, затронули вопросы социально-экономического развития страны. В ходе встречи Аслан Бжаня подчеркнул, что ценит доверие, которое Амцахар оказывает главе государства и правительству в проводимой им политике. Заседание совместной рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией состоялось 12 августа в Минэкономразвития России. В текущем году реализовано 5 мероприятий. Принята четвертая часть Гражданского кодекса Абхазии, регулирующая интеллектуальную собственность, законы об основах социального обслуживания граждан, о персонифицированном учете в системе пенсионного страхования, о валютном регулировании. Также подписано и ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения. Большая часть законопроектов в социальной сфере находится в стадии высокой степени готовности. В настоящее время завершаются консультации органов власти двух стран. Реализация программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией завершится в следующем году. 10 тонн гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик отправлено накануне из Сухума. Груз в основном состоит из продуктов питания, а также бутилированной воды. Он сформирован исключительно на средства одного из наших соотечественников. Груз лично сопровождает министр по чрезвычайным ситуациям, специальный представитель президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами России генерал-лейтенант Лев Квициня. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по улучшению качества электроэнергии по всей республике. Так, немалые работы проведены на подстанции Ткварчал-ГРЭС. Кроме того, в городе были заменены линии электропередачи и опоры. Алика Трапш расскажет подробнее. Подстанция Ткварчал-ГРЭС выполняет функцию транзита. Из Ингур-ГЭС высоковольтная линия 220 киловольт идет к подстанции Ткварчал-ГРЭС, а уже оттуда распределяется в другие районы республики и доходит до Псов. 5 лет назад силами Черноморэнерго здесь был произведен частичный ремонт. Новые масленники поставили, вот эти все, что вы видите в коричневом цвете. Это все раньше стояли, вот такие вон там масленники стоят, железные, огромные. Их они вышли, свои ресурсы истратили они. И сейчас, что новое поставили, намного легче. Отключение, включение, всякие релейные защиты намного легче и работать легче. Наша линия идет до самого Псова. Если до Ачамчири где-то на линии авария, у нас здесь отключается, и потом они на линии там производят ремонтные работы, и мы потом отсюда можем включить. А так, слава богу, пока никаких серьезных аварий у нас на подстанции не было. В настоящее время подстанцию Ткварчал-ГРЭС обслуживает 15 человек. По словам специалистов, в будущем сюда необходимо протянуть линию 110 киловольт из Ачамчиры, чтобы при аварийных отключениях Ингур-ГЭС абоненты данной подстанции не оставались без электричества. В этом году на Ткварчалской ГРЭС Черноморэнерго построила новое здание, где будет располагаться щит управления, соответствующий всем стандартам и нормам. Оборудование пока не установили, но планируется установить его уже в этом году. Старый щит обветшал, и нередки были случаи выхода из строя техники, говорят работники подстанции. Новый щит управления, который дежурные диспетчера будут здесь находиться. Сейчас пока оборудование должны завести, перевести, там новые завезут, и находящиеся в старом щит управления перенесут сюда. Все пульты управления будут отсюда находиться. И очень тоже удобно, рядом ЦРП, центральный пункт распределения, находится. На месте сидим, пультом управляем, включаем, отключаем. Если что-то не пошло, там сразу рядом заходим в центральный пульт управления. И там же
тоже те же самые операции будут страховать, 2 ключа будут и на месте, и там на самом фидере. В целом, по Ткачалскому району и в самом городе Черноморэнерго провело немало работ по улучшению качества электроэнергии. Так были заменены воздушные линии и опоры. Силами Черноморэнерго подстанция прямо в центре города по фидеру Квизани-2, тысячник, она была приобретена ими, а нами было установлено. Плюс еще один по подготовке только у нас стоит. На днях, думаю, в течение недели мы его установим. 4 подстанции подготовлены под новые КТПНшки и плюс трансформаторами. А так особенно сказать, что по городу такого плачевного нету. Есть, что надо в будущем делать, но то, что у нас в плане 2024 год запланировано, а мы будем исполнять. На фидере Акармара в феврале текущего года из-за сильных снегопадов произошел обвал линии и опор. Черноморэнерго провело новую линию протяженностью 1200 метров и установило опорные столбы. Аналогичные работы были произведены и в поселке Поляна. Металлическая конструкция в 2 местах была завалена снегом. Перенесли новую линию по трассе, где доступно на сегодня. Работа ежедневно проводится в районе, обеспечивается фидера Губеди. У нас в Губедях сейчас 1,5 километра линия готовая стоит с траверсами, со всеми. С техникой немного чуть проблемы, но я думаю, на днях то же самое. Все материалы имеем, запустим новую линию. В районе очень много сделано еще по 0,4 новые линии. Все абсолютно старое демонтировалось, новый монтаж. Километров 4-5, если не больше, на сегодня, в этом году что сделано. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по улучшению качества электроэнергии и в других районах республики. Алика Траш, Фатима Герги, Раму Камки, Абхазское телевидение. За 7 месяцев текущего года по Сухумскому району зарегистрировано 18 преступлений. Все раскрыты. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание в отделе внутренних дел по Сухумскому району. Репортаж пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Роберт Киут провел отчетно-плановое совещание в отделе внутренних дел по Сухумскому району. Как доложил начальник подразделения Рустам Жани, основные усилия ОВД по Сухумскому району были направлены на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории, защиту прав и законных интересов граждан от преступных посягательств. Привел статистику совершенных в районе преступлений за 7 месяцев. По итогам отчетного периода на территории Сухумского района зарегистрировано 18 преступлений. Из них все 18 на сегодняшний день раскрыты. На аналогичный период прошлого года имело место 12 преступлений, и из них было раскрыто 10. Уменьшились кражи, уменьшились грабежи. В прошлом году мы имело место у нас поджоги имущества. Этого нет, у нас всего 1 кража, и она раскрыта. По линии уголовного розыска 8 раскрытых дел. Все они, по имеющейся информации, находятся за пределами республики, поэтому задержать на сегодняшний день их не представляется возможность. Был задержан 1 человек. За отчетный период выявлено 111 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. В целом сотрудниками ОГАИ за рассматриваемый период было составлено 4124 протокола за нарушение правил дорожного движения против 4793 за аналогичный период прошлого года, что на 669 нарушений ПДД меньше. За 7 месяцев на территории Сухумского района произошло 13 ДТП, в результате которых погибли 4 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 ДТП, 1 человек погиб. Сотрудниками ОУР за отчетный период в республиканский наркодиспансер было доставлено 96 человек по подозрению в употреблении наркотических средств. Работу в этом направлении министр внутренних дел потребовал усилить. Сложный район, знаем, что есть, как говорится, пригород города. В городе концентрация очень большая преступных элементов, тех, которые могут быть склонны к совершению преступлений. Соответственно, результат 1 кража, это, наверное, я считаю, очень хороший результат, если это реальные цифры и соответствуют они действительности. Это одно. Второе. Мы неоднократно с тобой, Рустам, связывались по территории вокруг города Сухум. Что происходит, мы знаем же прекрасно. Это наркоманы в поисках закладок чуть ли не по огородам лазят у людей, людей пугают. Там живут пожилые люди, дети,
и многие другие такие социально незащищенные граждане, которые очень сильно переживают, видя эту категорию людей. В этом направлении периодически осуществляйте контроль. Я понимаю, что это тяжело. Надо приводить, с ними нужно работать, с ними надо проводить профилактическую работу. Ну и, в принципе, самое главное, работу нужно нацелить на выявление тех лиц, которые осуществляют эти закладки. Сотрудниками ОВД системно проводятся мероприятия по выявлению действующих объектов по добыче криптовалюты. В ходе проверок на обслуживаемой территории было выявлено 4 майнинг-фермы. Изъято 265 аппаратов по добыче криптовалюты. Также проверены 56 частных домовладений на предмет осуществления данной незаконной деятельности. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. А в акватории Гагарского района проводятся рейды, направленные на безопасность и правопорядок на море. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Чаблахаглы Энрик Рудикович, 1979 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Фролов Сергей Владимирович, 1987 года рождения, житель Ставропольского края, совершил ДТП, управляя мотоциклом в наркотическом и алкогольном опьянении. Заранди Тимур Надаревич, 1978 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сейн Александр Валерьевич, 1986 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Утиулов Руслан Ухалович, 1984 года рождения, житель поселка Цандрипш, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хадыкин Павел Николаевич, 1976 года рождения, житель Кировской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашуба Дмитрий Гарьевич, 1995 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чеснов Роман Михайлович, 1990 года рождения, житель города Ачимчира, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Васильев Сергей Михайлович, 1972 года рождения, житель республики Удмуртия, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абгаджав Алхас Людвигович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Реница Леонид Яковлевич, 1982 года рождения, житель города Свердловск, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абакимов Евгений Михайлович, 1977 года рождения, житель города Москва, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Еремеев Павел Борисович, 1983 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Арсанукаев Магомед Нуритович, 1976 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Киракосян Артур Георгиевич, 1983 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бигвава Астамур Павлович, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кирджан Сергей Андреевич, 1973 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Бобо Батал Вахтангович, 1988 года рождения, житель Ачимчирского района, отказался от медицинского освидетельствования на потребление нарковеществ. Аджинджал Аляс Юрьевич, 1981 года рождения, житель Сухумского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Габилая Григорий Романович, житель города Гудаута, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. В разгар летнего курортного сезона особое внимание уделяется безопасности поведения на морском побережье. Как известно, одно из самых популярных развлечений на море – это катание на гидроциклах. Но это быстрое и мобильное плавсредство весьма опасно в зоне купания, особенно в руках у неопытных водителей, так как неправильная эксплуатация водных моторных средств может привести к тяжким последствиям, травматизму и летальному исходу. В целях обеспечения безопасности и правопорядка в курортной зоне сотрудниками Гагарского
Кагырского линейного отдела милиции линейного управления МВД Абхазии совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудниками погрануправления ФСБ России проводятся рейдовые мероприятия. В результате проверок выявлены нарушения правил регистрации и учета маломерных судов, правил пользования таковыми и базами для их стоянок, а также ряд фактов управления маломерными судами лицами, не имеющими права управления, и передачи управления иному лицу. В отношении 3 граждан, управляющих гидроциклами, составлен административный материал. Также с владельцами и водителями маломерных судов проводятся разъяснительно-профилактические беседы. Мероприятия направлены на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, а также возможных преступлений проведены в акватории Черного моря в районе поселка Цандребш Кагырского района. Министерством просвещения республики разработана новая программа для дошкольных учреждений. Главными ее аспектами являются образовательно-воспитательная деятельность, ориентированная на ребенка, его развитие и обучение и, конечно, комплексное воспитание. Большое внимание уделено родному языку. Внедрение новой программы началось в Сухуми и прошло в рамках тренинга «Современный детский сад». В течение нескольких дней педагоги осваивали новые формы коммуникации с малышами, разнообразные игры, связанные с логикой, настроением и многое другое. Подобные тренинги пройдут и в других городах страны и завершатся осенью. Совсем скоро все школы республики распахнут свои двери для учащихся. Сейчас и взрослые, и дети активно готовятся к началу учебного года. Новый магазин канцтоваров «Каприз», который открылся в городе Очимчира, предлагает широкий ассортимент школьных принадлежностей. Теперь, чтобы подготовиться к школе, жителям не надо выезжать за пределы района. В этом убедилась Шазина Ханагу. У детей и родителей август – жаркая пора подготовки к новому учебному году. Нужно найти одежду, подходящую под стандарты школы, и запастись канцелярскими товарами. Тетради, ручки, карандаши, пеналы, фломастеры, дневники и другие необходимые школьные принадлежности теперь жители города Очимчира и района могут приобрести в магазине канцелярских товаров и игрушек «Каприз». Здесь полки перенасыщены красочными и яркими товарами. Ассортимент поражает. Или акация ученик 3 класса. В этом магазине школьник уже выбрал все необходимое для учебы. Я выбрал эту тетрадь, потому что я люблю машины. А ручку почему такую? Ну, потому что можно одну ручку положить, чтобы пенал не заполнять. А какой твой любимый предмет? Математика. А для математики какую тетрадь ты выбрал? Сейчас выберу. Я выбрал мотоцикл, потому что это тоже как машина. Магазин канцелярских товаров и игрушек представляет собой уютное место, где каждый без труда сможет найти все самое нужное. Главное направление магазина «Каприз» – это продажа исключительно качественной и с минимальной наценкой продукции. Покупатели отмечают, что отсюда трудно уйти без покупки. Мадонна Джинжоли – преподаватель географии. Если раньше за необходимыми принадлежностями приходилось выезжать за пределы района, то сейчас таких трудностей нет. И, к своему счастью, я тут все нашла и для себя, и для детей. То есть все канцтовары, весь ассортимент здесь можно приобрести. Да, очень удобно. И расположение, и все. И цены очень доступны, кстати. Вот. Я сравнивала и очень довольна. Да, приходилось в город по рынку, там, по канцтовары закупать в разных местах, да, было не очень-то удобно, да. А теперь я услышала про этот магазин, пришла, и здесь можно вот все найти. Среди множества канцтоваров, представленных на полках, магазин предлагает продукцию и для самых маленьких посетителей. Развивающие игрушки, пазлы, книжки, раскраски. И это далеко не полный перечень товаров. Здесь найдется все необходимое не только для учебы, но и для отдыха. Широко представлены книги и на родном абхазском языке. Также в магазине можно приобрести подарочные сертификаты. У нас большой выбор канцелярских товаров, а также детских игрушек. Мы постарались сделать приемлемые цены для наших покупателей. Предусмотрены скидки и бонусные карты. Также для наших маленьких покупателей у нас есть вот такие небольшие подарки. Сюда включается тетрадь, ручка, карандаш. Для девочек у нас есть вот такие небольшие подарочки. Это резинка, заколочка и ластик.
Магазин канцелярских товаров и игрушек «Каприз» расположен по адресу Центральный рынок города Чимчира, улица Лабахуа, 64. Его двери открыты для покупателей ежедневно без выходных с 8 до 16 часов. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. 14 августа в нашей стране отмечается День памяти защитников Отечества. Завтра по всей республике пройдут памятные мероприятия. В столице в 10 часов утра состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Цветы также возложат к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзанаба в селе Нижняя Эшера. Начнется церемония в 11 часов. А сейчас расскажем о погоде. В среду 14 августа ночью и утром без осадков. Во второй половине дня возможен дождь, вечером без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.